Итак, в Башкортостане стартовали экскурсии в геопарк Тратау для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно об этом говорим с гостями нашей студии исполнителя, директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Элина Гатаульна и директор Центра «Ломая барьеры», член Общественной палаты Республики Башкортостан Алина Хабирова. Доброе утро! Доброе утро. Как всегда, много классных, добрых дел в вашем исполнении. Моя душа радуется. Зрители Республики Башкортостан, жители Республики Башкортостан радуются вместе с нами. Итак, сегодня состоится уже третья экскурсия, организованная вами. Детишки со всей республики, дети с ограниченными возможностями здоровья, имеют шанс получить такую возможность. На текущий момент, да, действительно прошло уже 2 экскурсии в геопарк Тратау. Как вы знаете, геопарк стремительно развивается. В этом году у нас полноценно функционирует уже визит-центр. И более того, геопарк Тратау является стремящимся по вхождению в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Поэтому правительство республики делает все для того, чтобы наши геопарки развивались. И вот такой, наверное, пример того, насколько может быть комфортным природная экологическая среда для людей, в том числе с ограниченными возможностями. На текущий момент мы возим с Алиной детей с родителями из Уфы. Сегодня у нас будет выезд из Стерлитамака, в том числе из Уфы и Стерлитамака. Мы очень рассчитываем на то, что география будет расширяться, но есть некоторые факторы, достаточно объективные по состоянию здоровья и по трансферу наших детишек. Все-таки для нас очень важна безопасность и вот та самая комфортная и доступная среда, о которой мы сейчас с вами говорим. Плюс, конечно же, погодные условия. Алина, насколько я знаю, вы изначально планировали только одну экскурсию. Да. А в итоге они у вас расписаны надолго вперед. Да, у нас записалось на сегодняшний день уже до 15 сентября. Представляете, это еще в начале августа. А как часто экскурсии вы возите? Еженедельно, 1 раз в неделю. 1 раз в неделю, Да. по вторникам? Да. Мы стараемся, да, мы выбрали фиксированный день с коллегами из геопарка. Огромную благодарность Радию Фаритовичу за то, что вообще создан такой геопарк на территории республики. И эта инициатива поддержана, и еженедельно теперь есть возможность ездить. Но этот день все-таки вариативен, потому что мы понимаем, что есть природные, погодные условия, загруженность на дорогах. Поэтому все-таки, да, вторник фиксированный день, но мы информацию сообщаем дополнительно и по времени. Например, сегодня мы выезжаем чуть раньше в связи с тем, что очень жарко и не совсем будет комфортно. Итак, вы приезжаете в геопарк Тратау. Группа состоит из какого количества деток? Автобус комфортный, который нас привозят, он вмещает 19 человек. Это примерно 8-9 детей вместе с родителями. Так мало, 8-9 Но, детей. смотрите, это все-таки дети с ограниченной возможностью здоровья, и надо уделить внимание каждому. Потому что вот в последний раз, например, у нас 2 колясочницы приезжали, да, и это требует все равно очень много ресурсов. Вот. А так это комфортно детям и родителям, и мы бы даже не подписались под это дело, да, если бы не было хорошей инфраструктуры. Вот. А так мы приезжаем в визит-центр, есть хорошая парковка, есть прекрасное кафе, есть туалеты для колясочников. И, знаете, прекрасный персонал, который встречает так, как будто они ждали нас всегда. Да, прекрасные геогиды, которые рассказывают именно историю таким образом, что увлекаются и взрослый, и ребенок. Ну, вы говорите, до 15 сентября группы уже сформированы, но ведь после 15 сентября эти экскурсии для деток могут быть продолжены. Конечно. Да, Опять конечно. же, да, подчеркнем, все зависит от погодных условий, но ведь главное, чтобы просто не было дождя. Главное, чтобы не было дождя, вот этой вот сырости под ногами, чтобы опять-таки было интересно, хорошо ходить, и впечатления не портили объективные факторы погодные. Но да, совершенно верно, если погода продержится хорошая до октября, то значит вот такая уже традиция добрая, о которой мы говорим, продолжится и до октября. Но в ноябре сильно сомневаюсь, потому что все-таки уже опасно будет ходить. А вот октябрь, да. А зимой геопарк Тратау функционирует? Конечно. Зимой геопарк Тратау функционирует. Более того, мы ожидаем, что все-таки будет построена экотропа. Подъем будет более комфортным, в том числе, да, для людей с ограниченными возможностями. Подождите, то есть детки с ограниченными возможностями здоровья, ну, наверное, понятное дело, да, не все, но тем не менее кто-то
может подняться прямо на гору. Они на тротуар. поднимаются. Поднялись Они все. поднимаются, Да, серьезно? Да, честно И- сказать, и безумно даже- переживали. И даже впереди меня они идут. И я задыхаюсь там, они уже наверху. Вот, я тоже Да. просто вспомнила Да. себя, неоднократно поднималась я на гору Тротау, и мне теперь стыдно, я на полпути просто хотела сойти вниз. Я больше так не буду делать. Самурай идет, как там говорят, самурай идет до того пути, насколько его хватает воли. Слушайте, Вот, это да, здорово. это сказали мне наши дети. И поднялись наверх. А воли им, значит, не занимать. Безумно Да. переживали. Безумно просто, как воспримут подъем. Но главное не только подняться, еще ведь нужно спуститься. Конечно. Да, и при этом детки безумно счастливые. Когда я увидела фотографию Алина, я говорю, как дела, все ли хорошо? Она говорит, да, все довольные и счастливые, и невозможно подделать улыбку и блеск в глазах. А вот этот блеск, который заряжает, когда детки поднимаются наверх, они спускаются, геогиды тоже говорят, безумно просто радостные, счастливые дети, довольные родители. Все, что нужно знать, нужно приехать просто к старту автобуса, посмотреть в глаза родителей, детей, столько счастья, столько ожиданий. И здорово то, что эти ожидания оправдываются. Вот это самое главное для нас. Эти экскурсии бесплатные. Совершенно верно. Вот, Алин, давайте все-таки сделаем так, чтобы на год вперед ваши вторники были расписаны. Зимой в геопарк Тротау тоже можно ездить. Что нужно делать, чтобы оказаться в составе группы? Можно написать в Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, либо на сайте lamayabarriere.rf есть наша почта info@stereotipов.net и написать, что хотим. Там же ведь, наверное, есть и контакты. Да, можно позвонить, есть и контакты, конечно. да. сказать, узнать всю подробную информацию. Я напомню, что в Башкортостане стартовали экскурсии для деток с ограниченными возможностями здоровья в геопарк Тротау. На данный момент каждый вторник экскурсии проходят, они организованы благодаря этим замечательным девушкам. Я говорю вам спасибо огромное от лица тех, кто уже был с вами на экскурсии, от лица тех, кто поедет, от лица всех наших телезрителей. Спасибо за то, что вы делаете. Директор центра «Ламая-Барьеры», член Общественной палаты Республики Башкортостан Алина Хабирова, исполнительный директор Комитета Республики по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина были сегодня вместе с нами. Вам классного вторника. Вы же прямо из эфира, из студии нашей выходите и едете на Тротау. Всем там от нас огромный привет. Хорошо.